Мы сегодня смотрим с вами российский фильм. И если в контексте фильмов немецких, итальянских, японских мы с вами говорили о неких киношколах соответствующих, то говорить о российской киношколе хоррора сложно, как минимум. Ну, на это есть свои причины. Потому что было на территории России до российского кино? Было кино советское. А чем вас, друзья, пугало советское кино? Лично меня оно пугало фашистами и полицаями. Иди и смотри, один из самых страшных фильмов в моей жизни. Пугало, конечно, еще буржуазией, царским режимом. Вот броненосец Потемкин — одно из самых травматичных воспоминаний моего детства. А чем пугало еще? То есть кто вообще из вас помнит советские хорроры? Тем не менее, вышло так, что в некотором роде первый советский хоррор был снят в 1926 году. Звался он «Медвежья свадьба». И снят был по сценарию тогдашнего наркома Луначарского. История такая. Литва, 19 век, граф от медведя рожденный, очень любит девушку. Но жениться опасается, потому что знает, что в медведя превратится. А девушка наивная и красивая. И говорит: да что ты, дороженьки, любовь, она все побеждает. Но, как показывает кино, не побеждает. Потому что граф таки в медведя превращается, Юленьку на запчасти разбирает, а обиженные крестьяне тем временем поджигают его усадебку. То есть, ну, вполне такой хоррор. Конечно, что-то вам это напомнило из белорусского кинематографа, похоже на массакр, не правда ли? И да, то есть и драма Луначарского, и массакра, как вы помните, они писаны с одной и той же новеллы, с первого Рима. Вот, то есть, ну, вроде бы очень странное жанровое кино для Советского Союза, но тогда было можно, потому что это же было кино про царский режим. Тогда и мужики в медведей превращались, и с бабами абы что творили. Хорошо, что пришла советская власть, но стало иначе. Ну, другое дело, что это кино не всем хорошо зашло, как-то так не стало дальше развиваться традиция хоррора. Конечно, страшное в советском кино было, но оно было где? Научная фантастика, потому что, ну, сами понимаете, марсианские технологии, они что угодно могут творить. Ну, либо что-то это могло быть такое в далеком прошлом, либо не очень далеком. Так уже вышло, что, ну, наверное, следующий хоррор, снятый после «Медвежьей свадьбы» 1926 года, это «Вий», года 1967-го, который очень долгое время так вот особнячком и стоял в советском кино. Вот. Но когда заканчивался Советский Союз, начиналось относительно жанровое разнообразие советского кино. И, конечно, советское кино, оно не могло сразу начать снимать фильмы про зомби, к примеру. Потому что уж чего-чего, а склонности к драматизму, к прописыванию характера ему не откажешь. Ну и поэтому, наверное, следующий фильм, самый близкий к хоррору, это фильм, ну, который правильнее назвать «Постапокалипсис». Итак, советская постапокалиптика «Письма мертвого человека». Ну, те, кто постарше, помнят про то, как сидят людишки в подвале музейном и думают, что дальше будет. А из-за чего апокалипсис случился? А из-за того, что произошел компьютерный сбой, и оператор кофеечком подавился, не смог отменить отправку ракет. Вот и все. Вот это летит всем. Вот. Но, значит, поначалу советское кино, оно обратилось к советской литературной традиции в поисках такой вот почвы для национального хоррора. Возможно, кто-то из вас смотрел «Господина оформителя» по Александру Грину или «Семью вурдалаков» по Толстому, Алексееву, либо «Жажду страсти» по Брюсову. Но фильм, на который я бы вам советовала обратить особое внимание, который больше всего похож на фильм, который мы смотрим сегодня, но он хуже. Если бы он был лучше, мы бы сейчас смотрели не пасеку. Это удивительный фильм 92-го года «Гангофер». История, которая разворачивается под музыку группы «Ноль», где приезжают себе колхозники купить быка племенного. Покупают, празднуют удачную покупку. А один из колхозников, Колька,
подпадает под чары блондинки Ганны. И они, значит, когда обнимаются, Ганна у него, его карие глаза достают, а обратно другие голубые засовывают. Ну и дальше история под звуки группы 0. Про то, как Ольга идет себе глаза возвращать. Вот. Но, конечно, фильм «Пасека», он особенный. Мы с вами весь год смотрели хорроры, и это, наверное, самый недохоррор из того, что мы видели, потому что тут понятно, что все совсем-совсем несерьезно. И, наверное, вот в кино постсоветском, советском, нечто наиболее близкое к «Пасеке» — это то, чем занимались некрореалисты. То есть создатели удивительных фильмов, где, если идет себе прохожий, вдруг видит, это ничего страшного, можно палочкой пошевелить, кто поживет. Или где, например, предлагают такие креативные способы ухода из жизни, как одеть конечки, разогнаться и в дерево. Вот. И, безусловно, в этом контексте про некрореалистов не поговорить совсем, было бы совсем-совсем неправильно. А значит, нельзя не говорить про Евгения Юфита, удивительного человека, который когда-то был обычным ленинградским партом. То есть он дружил со Свином, который собрал в скором времени группу автоматических удовлетворителей. Он дружил с Виктором Цоем, который, сами знаете, что сделал. Ну, а сам Юфит решил снимать кино. И тут тоже было все не так просто. Вот. Потому что, ну, как это началось? Юфит объяснял, что в 80-е годы ему очень интересовало создание таких ситуаций, которые нарушали бы обычную логику. Вот. И, ну, в большинстве текстов про некрореалистов рассказывают такую историю, про то, как группа молодых людей стояла в очереди в кино. В принципе, надежды в кино попасть у них уже не было. Но вышел сердобольный директор кинотеатра, благо день был снежный, и предложил ребятам, ну, расчистить дорожку в кинотеатр и в кино пустят. И стали ребятки махать лопатами. Да вот упрыли, употели. И сначала Юфит снял курточку, свитерок, майку, до пояса обнажился. Потом еще кто-то обнажился до пояса. А один герой, я не знаю, почему об этом не пишут в статьях, обнажился ниже пояса, оставшись только в ботиночках. То есть, конечно, и очередь в кинотеатр, и люди, которые уже проникли в фойе, они забыли о фильме. И история умалчивает о том, что это было за кино. Все смотрели на группу этих молодых людей, которые, впрочем, вещички похватали, да и убежали. Им уже самим стало не до фильма. Сам Евгений Юфит описывает как очень такое сильное впечатление книгу, которую купил один из его друзей, «Атлас судебной медицины» фон Гофмана. Книга, которая была примечательна, к примеру, в том числе и тем, что изображения трупов там были сделаны вертикально. То есть получалось, что труп он какой-то такой более живой, чем обычно, чем горизонталочка. Книжка была хорошая, дивная, то есть отдельным удовольствием для молодых людей стало там заходить, например, в метро, книжку открывать и истории рассказывать друг другу про картинки, что а вот этот вот мужик с этой страницы пришел к бабе с этой, а у нее был любовник. И вот что стало, посмотри, какая прелесть, 20 ножевых ран. Но тот самый вертикализованный труп, тот самый феномен некрореализма, то есть когда вроде бы и не живое, и не мертвое. То есть, конечно, некрореализм очень во многом произрастал из самой советской идеологии, где, к примеру, всегда был такой не мертвый, не живой труп Ленин, который всегда для всех и для каждого лежал в мавзолее и ждал встречи, если вы захотите его вдруг увидеть. И в то же время он был всегда живой, всегда со мной. Вот. Но однажды вышло так, что будущие некрореалисты, они нашли очень простой способ чинить всякие свои забавы и провокации без проблем с прохожими милиционерами. Они поняли, что лучше избивать манекен палками, когда это снимает камера, и объясняют, что мы снимаем кино. Вот. И так началось вот удивительное некрореалистическое кино, от которого вы получите много удовольствия, если захотите посмотреть. Там происходят самые странные вещи. Там человек скрещивается не только с приматами, но и с деревьями. А как это будет? Посмотрите сами и узнаете. Вот.
И, конечно, некореалистическое кино, оно тоже было очень во многом спонтанным. Потому что, ну, сам Юфит вспоминал, что первая своя его короткометражечка «Санитары-оборотни», она появилась следующим образом. Они ехали с друзьями на электричке. И у кого-то была с собой тельняшечка, у кого-то бескозырочка. И кто-то сказал, что «О, давайте я выйду и по снегу пойду». Таким вот маньячиной одиноким без козырки. Юфит сказал: «Да, конечно, давай иди». А еще у кого-то были белые халаты и солнечные очки. И другие люди тоже вызвали, сказали: «О, отлично, давайте, мы тоже оденемся и пойдем за этим одиноким маньячином, уже стадой маньяков». И так и появился удивительный фильм, где одинокий морячок зачем-то в лесу раскладывает кастрик по сосной, лезет на сосну, за ним следуют санитары-оборотни для того, чтобы его с сосны сбросить и палками бить. Вот. Ну, в принципе, когда вы будете смотреть классику, вы поймете, что там тоже очень многое происходило именно таким образом. Почему? Потому что в плане некрореалистов и в отношении группы НОМ можно сказать о том, что да, безусловно, это люди со своей харизмой, безусловно, люди с очень хорошим бэкграундом мирового кино. И, конечно, загадочной, непонятной славянской душой, которая у вас будет аж целых 1,5 часа на экране. Вот. Ну, а сейчас я приглашаю нашего друга городского лесничего немного поговорить о мультипликации, приготовленной к нашему просмотру. Игорь, пожалуйста. Света, спасибо. Там такая мультипликация, что лучше. Ну, Светлана Юрьевна рассказала про некрофилический аспект жизни в Советском Союзе. Вот. Но кроме некрофилического был еще такой аспект, как профагия. Да? То есть он существовал всегда. Вот. Если кому-то кажется, что сейчас этого нет, все это есть, что нормально. Даже у тех, кто тогда не жил, кто родился заметно после. Вот. Ничего страшнее в моей жизни, чем кукольная мультипликация Свердловской киностудии, нет. Это такой достаточно серьезный культурный шок. Еще даже не понимаю по-настоящему, что такое культурный контекст и аспект цивилизации или общества. Вот, еще даже не примеряя понятие культуры на самого себя, все равно мы понимали, что это шок, не зная тоже этого слова, этого понятия, понимали, что это культура. Вот. Не знаю, было ли это некая прививка, вакцинация, или же это все-таки повлияло на нас, выросли мы такими достаточно уродливыми, они только, ну, собственно, наверное, невозможно быть приспособленным к этому страшному уродливому миру, не став одновременно уродом и частью этого мира. По-другому невозможно. И стать частью уродливого мира можно было только потребляя какой-то продукт, который этот мир производит. И в частности, то, что я хочу вам показать, это, то есть, когда тебе 7, 8, 9 лет, то еще ты не знаешь вообще ничего из области психологии, то есть еще непонятно, что такое галлюцинация, ты слова этого не слышал. Вот. Но когда ты вот смотришь это все, это часть не дурного сна, а часть болезненного сна, когда у тебя температура за 40, вот этого страшного бреда, когда весь мир вокруг тебя вроде бы и понятен, и в то же самое время ты понимаешь, что он подчиняется совершенно другим физическим законам. И черное там не черное, а белое там не белое, а черное. Вот. Таких цветов нет вовсе. И вот давайте попробуем понять, что видели мы в то время, и примерить эту смирительную рубашку на самих себя, и посмотреть, насколько комфортно нам в этом будет
ощущаться. К сожалению, они все очень длинные. Они все по 15 минут. Вам придется потерпеть, потому что мы терпим. Ну, я немного добавлю о том, что в принципе кукольная анимация это чуть-чуть страшнее, чем рисованная по определению. Потому что я на протяжении долгих лет своим студентам рассказывала, как начиналась кукольная анимация. С деятельности Владислава Александровича Старевича, человека, который сначала снимал научное познавательное кино про насекомых. И почему-то жуки под ярким электрическим светом не захотели себя вести как обычно. Возможно, Старевич всячески их уговаривал, говорил, ну давайте, там обнимайтесь, целуйтесь, да, но они не слушались. И что тогда сделал Старевич? Он тогда снял анимацию про жуков. Он взял жучиные панцири, ну и, собственно, там менял их положение перед камерой, вот так и получилось кино. И после этого Старевич стал мультипликатором. То есть, в принципе, засушенные насекомые у него и потом в мультфильмах появлялись. Это я рассказывала своим студентам, как начало кукольной анимации. А потом выяснилось, что начало кукольной анимации оно было еще страннее. Не так уж давно были открыты мультфильмы, снятые в 1906 году балетмейстером Мариинского театра Александром Ширяевым. То есть, ну, первый из его мультфильмов, он бессюжетен, десяток кукол-балерин прыгают, делают свои па, и никто не знает, как это было сделано. Ребята, мы с вами вот смотрели ужасы. Мы-то с вами знаем, что этот Ширяев, он похитил души балерин и заточил в кукол. Как он мог еще это сделать? Только так. Дальше, что мы помним о советской анимации? Роман Качанов. То есть, конечно, там крокодил Гена с Чебурашкой. Очень сложно дискуссируемый мультфильм. Еще один очень известный мультфильм Качанова «Варежка». То есть ужасная история про то, как одинокая девочка дружит с варежкой. Да? То есть во дворе играют дети. Дома у девочки мама читает. Да. Дома у одинокой девочки мама читает книгу, роняет очки в суп. Ребенок дружит с варежкой. То есть, ну, это же ужасно. Это страшнее, чем все фильмы, которые мы смотрели вместе, я считаю. Да. Если посмотреть на историю кукольной анимации вот с другой стороны земного шара, из Америки, она выглядит не менее страшной. То есть, собственно, как принято считать, с чего начиналась кукольная анимация по американской истории. Начиналась она, возможно, с мультфильма «Цирк Шалтай-Болтай» режиссера Джеймса Стюарта, снятого то ли в 1898, то ли в 1908 году. То есть, ну, известно, что для этой анимации Стюарт использовал игрушки своей дочери, но фишка в том, что этот мультфильм давно никто не видел. В этом веке точно его никто не видел. Возможно, его и не особо-то и было. Следующий кукольный мультфильм американский 1907 года «Отель с привидениями», опять-таки работа Стюарта. И, то есть это не кукольная анимация. Это вот именно то, что называется стоп-моушен. Фильм, в котором нет действующих кукол, но двигаются мебель, посуда, ну даже «Отель с привидениями» в конце концов. И, конечно, стоп-моушен – это главный спецэффект очень многих фильмов любимого нами жанра. Достаточно вспомнить тот же самый «Кинг-Конг» 1933 года или «Годзиллу» 1954. Другое дело, что вот именно в «Годзилле» Исиро Хонды саму Годзиллу играл человек в костюме. Но очень много персонажей было сделано именно при помощи технологии стоп-моушен. Вот. И, да, то есть кукольная анимация – это идеальная технология для создания монстров, некоторых из которых наш добрый друг Игорь принес к вам сегодня в гости на флешечке. Давайте же вместе насладимся.